Появилась. О, все, есть. Есть, появилась. Мгм. Так, дорогие друзья, всем доброго дня. Здравствуйте. Всех рад приветствовать. Видно ли меня, слышно ли, все ли в порядке, есть ли у нас контакт? Мгм. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Самое главное, видно, слышно, плюс-плюс. Хорошо, хорошо, хорошо. Вроде как контакт установлен. Все. Контакт с цивилизацией есть. Будем работать, да? Будем Сегодня будем исследовать новую тему. Хотя нет, тема-то старая, просто мы будем с вами новые горизонты, новые грани этой темы открывать. Так, все у нас есть, слышно, видно, воображение работает, все готовы. Все хорошо. Очень хорошо, что мы с вами сегодня здесь собрались. Так, дорогие друзья, здравствуйте, всем добрый день. Вроде все настроили, вроде все у нас, все работает отлично, это радует, это не может не радовать, само собой. Меня зовут Илья, Соболев Илья Евгеньевич. Ну, не люблю я, когда меня называют по отчеству. Я люблю простоту, поэтому если у вас будут вопросы какие, задавайте вопросы просто на «ты» и просто Илья, без всяких вот этих самых. Не люблю я это, не нравится. Здравствуйте. Всем доброго дня, доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие жители республики, дорогие участники нашего вебинара. Сегодня мы с вами продолжаем добрую традицию. Вот уже четвертый раз мы с вами выходим на связь на площадке республиканс- э, Республиканского консультационного центра и вообще в целом Республиканского центра э, Института развития образования. Мы с вами выходим на связь и будем разбирать важную тему. Сегодня мы поговорим про то, как правильно общаться с детьми. Вот мы в прошлый раз эту тему начали, мы в прошлый раз поговорили в целом, а сегодня будем говорить конкретно про конфликты с детьми. Итак, наш вебинар организован в рамках работы Республиканского консультационного центра, Коми Республиканского института развития образования в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». Да, все серьезно, все масштабно, все действительно как бы выходит на достаточно такой серьезный уровень, поэтому мы сегодня здесь с вами как раз в рамках вот этого просветительского проекта и в рамках КРИРО, который, спасибо им большое, что предоставил нам площадку для того, чтобы пообщаться, мы сегодня разберем важные вопросы, связанные с детками, а конкретно вопросы будут связанные с конфликтами. То есть конфликты с детьми, как это происходит, каким образом, что мы делаем так, что мы делаем не так, какие выходы из этого бывают, и, как всегда, поговорим о том, почему это происходит, да, по какой причине. Дорогие друзья, вот сразу к вам вопрос. Первый, самый главный, самый первый вопрос. У вас бывают конфликты с детьми? Напишите «да», если есть. Если не бывают конфликты, напишите «нет». Никогда, ни в жизнь не бывает. Все замечательно. Не ругаемся с детьми. Вообще, в принципе, такого даже никогда не слышали. Иногда, да, конечно, да, бывают. Нет. Здравствуйте, здравствуйте, Арина, здравствуйте, Алена. Только что были, ага, пишут. Бывает, да-да-да. Мгм, мгм, мгм. Ну, на самом деле, вот знаете, я психолог и по образованию, и по призванию. Спасибо большое за вопросы. Вижу, что, в принципе, всех эта тема касается. Я психолог и по образованию, и по призванию. Я работаю уже в профессии больше 10 лет. Работаю давно, занимаюсь именно практикой. И у меня у самого двое детей. Я папа, у меня старшей дочке 12, младшему сыну у меня 3 годика.
И я был бы рад вот вам здесь бы соврать и сказать, что нет, я с этой темой не знаком, у нас все идеально, конфликтов с детьми нет и как никогда не бывает. Но это будет ложь, это будет заведомое вранье, это будет откровенная неправда. Я хочу быть с вами честен. Конфликты бывают у меня с детьми. Бывают. Конфликты бывают у Юлии Гиппенрейтер, многоуважаемого профессора, многоуважаемого мной профессора и доктора наук, замечательный профессор МГУ, который как раз всю жизнь занимается детками. Конфликты с детьми наверняка были и у Макаренко, и у Павлова с его детьми. Конфликты наверняка были вообще у всех знаменитых, известных педагогов, которые работали в сфере образования, в сфере психологии общения, в сфере коммуникации с детьми. У всех бывают конфликты с детьми, у всех бывают недопонимания, у всех бывают напряженности, у всех бывают какие-то недосказанности, у всех бывают какие-то ситуации потенциальных столкновений, и это не ново. Это то, что есть, это то, что было, это то, что будет, это то, что, в принципе, вот пока человек существует как биологическое, социальное и духовное существо, вот пока все это есть, конфликты будут сопровождать нас. Конфликты это, в принципе, это часть, неотъемлемая часть истории вообще цивилизации нашей, да. Конфликт это необходимые условия нашего общения, и конфликты, они провоцируют эволюцию. И научно-техническую, и нравственную, и социально-духовную эволюцию, и педагогическую эволюцию, да. Поэтому давайте договоримся сразу, что не бывает бесконфликтных семей. Не бывает ни педагогов, ни психологов, ни профессоров, ни докторов, у которых никогда бы не было конфликтов с их детьми. Если у нас есть мама, папа, если у них есть дети, можно совершенно точно, со стопроцентной вероятностью сказать, что у них есть конфликты. И это нормально, это естественно, это объяснимо, это прогнозируемо, поэтому ничего в этом страшного, ужасного нет. Давайте сразу об этом договоримся. Ну вот какая штука. Сегодня я предлагаю нам с вами разобраться по поводу того, ну вот почему бывают конфликты, вот из-за чего они случаются, вот кто все-таки в этом больше виноват, кто в большую степень является провокатором конфликтов и так далее. Я думаю, что всем нам эта тема будет интересна. Я ее изучал достаточно долго, я продолжаю ее исследовать. Ну, не скажу, что я уж прям являюсь таким большим специалистом, но многие вопросы я умею решать, на многие вопросы я имею ответ. И сегодня хочу с вами этим поделиться. И следующий вопрос у меня к вам, дорогие друзья. Кто в большей степени виноват в конфликтах? Родители или дети? Напишите, пожалуйста. Кто в большей степени виноват в конфликтах? Родители или дети? Родители, взрослые, родители, все. По-разному бывает. Родители. Ага, взрослые. Родители и дети. Обе стороны. Я думаю, родители, так как они умнее. Смотря какой конфликт. Ага, классно. Слушайте, здорово. Спасибо вам за активность. Вижу, что тема волнует, потому что комментариев много поступает. Все виноваты, родители. Ну вот примерно 80% присутствующих на семинаре, у нас на вебинаре, да, правильно, они у нас считают, что это все-таки в большей степени провокация идет со стороны взрослых, и раскачка лодки происходит со стороны взрослых, да? В большей степени вот мы так считаем с вами. Так вот, в принципе, доля истины здесь есть, но вот какая штука. Не бывает такого, что, в принципе, провокатором являются исключительно только родители. Родители ведь почему конфликтуют с детьми? Потому что зачастую родители считают, что ребенок обязан соответствовать каким-то стандартам, каким-то ожиданиям, да? Ребенок должен быть вот такой,
ребенок должен вот так разговаривать, ребенок должен вот так себя вести, ребенок должен там к 3 годам знать вот это, а к 4 годам он уже должен уметь считать хорошо, а к 5 годам он уже потихонечку читать должен начинать, буквы знать, да, а к 6 годам уже все, уже пора его и в школу отдавать, многие считают. Зачем к 7 надо к 6 отдавать? Вот какая штука. У родителей есть некие ожидания. Мы, в принципе, с вами об этом говорили на прошлых семинарах. Есть ожидания от детей, есть некая иллюзия, иллюзия как рамка, как некий шаблон, иллюзия соответствия, рамка такого отношения к тому, какой модели, какой форме должен соответствовать ребенок, его поведение, его действия, его мысли, да, и его поступки в целом. И вот какая штука, дети-то с этим зачастую не согласны, дети-то с этим начинают конфликтовать. Ну как, папа говорит: "Давай, иди делай уроки", а ребенок говорит: "Нет, я буду играть". Да? То есть папа, с одной этой стороны, делает как бы все правильно, он принуждает его выполнять то, что нужно, а ребенок не хочет. Ну почему? Потому что он не понимает, зачем, он не видит смысла в этом, он, зачастую просто находится в заведомо противоборствующей позиции. Почему? Да потому что я с папой хочу поспорить, потому что я большой, мне уже целых 6 лет, я вообще тут больше вас знаю, я вообще-то тут, щас вам объясню, в чем вы неправы. 6 лет еще не умеет объяснять, он просто кричит еще пока и находится в противоборствующей позиции. Так вот, в принципе, провокаторами конфликтов являются оба, и родители, и дети. Нельзя сказать, что кто-то конкретно виноват, нельзя на кого-то конкретно водрузить вину, и в принципе никто не виноват. В принципе, происходит такая штука, что действительно родители подходят со стороны своей оценки, со стороны своих ценностных убеждений, своих привычек, своих поведенческих моделей, которые они тащат с собой через жизнь из своей юности, да. А у детей это вызывает непонимание, и вызывает это сопротивление, и вообще ребенок думает: "Зачем? Вот зачем мне этому соответствовать? Какой смысл?" Так вот, если мы спрашиваем себя, кто виноват в провокации конфликта, кто является в большей степени действительно виноватым в том, что конфликты разгораются, нет здесь виноватых, дорогие друзья. Здесь одинаковая ответственность лежит и на детях, и на родителях. Но вот какая штука. Кто ответственен за то, чтобы эти конфликты устранять, убирать? Ребенок или родитель? То есть еще раз, виноватых в принципе здесь нет. Здесь бессмысленно искать виноватых. Это происходит, потому что происходит. Потому что родители и дети, они априори разные. Мы выросли в разных условиях, в разных ценностных ориентирах, с разным подходом. Но кто должен искать компромисс и идти на примирение? Вот скажите, пожалуйста, в большей степени родитель или ребенок? Пишут, что родители, взрослый, ага, мгм. Родители, конечно, родители, само собой, ага, мгм, мгм, мгм. Родители, они мудрее, ага. Спасибо, все верно, действительно все правда. Это все правильно вы пишете, все верно. Вот кто-то здесь пишет желание обеих сторон. Давайте немножко разберемся вот с этимологией вопроса вообще, почему ребенок себя так ведет, почему ребенок вступает в конфронтацию, почему он вдруг начинает сопротивляться и не соглашаться с позицией родителя и находит постоянно какие-то доводы, аргументы, силы на то, чтобы бороться, на то, чтобы спорить, на то, чтобы доказывать, объяснять родителям: "Нет, этого я делать не буду, нет, это неправда, нет, это не так". Вот почему ребенок кричит и злится? Почему ребенок сопротивляется родительскому гнету, давлению? Почему? Вот что это такое? Природа, Божье провидение, бунтарский характер, либо что это такое? Вот давайте разберемся. Вот кто-то здесь пишет, что это защитная реакция. Классно, классно. От чего он защищается? Вот как думаете? Вот задайте себе вопрос.
Почему он защищается и от чего? Совершенно верно, совершенно правильно. Кризисы, отстаивание позиций, ага, не любит, когда ему указывают, точка зрения, возрастные особенности. Все верно, все правильно. Вот есть такая особенность, действительно, что когда ребенок проходит через определенные этапы стадии развития, по мере того, как развивается его нервная система, по мере того, как формируется, развивается его мозг и формируется его картина мира, его широта взглядов, его ощущение себя, ощущение других, ощущение дела, ощущение будущего, да, осознание, что такое хорошо, что такое плохо. Вообще, когда формируются вот эти императивы, любой этап, он, по сути, является собой маленький кризис. Вот что такое кризис? Кризис – это когда старое не работает, а новое еще не родилось, новое еще не появилось. И любой кризис, он вызывает стресс, напряжение и сопротивление. Ребенка нужно научить признавать свои ошибки, если он не прав, чтобы он мог просить прощения и точно знал, за что конкретно. Классно, спасибо, до этого мы еще дойдем. Так вот, дети, в принципе, сопротивляются и борются не потому, что они такие вредные, не потому, что они такие злые, а просто потому, что они действительно по-другому не могут. Кризисов их много. Кризисы, через которые проходят дети, они бывают разные. Кризис года, кризис 3 лет, кризис 5 лет, кризис от 7 до 12, ну, потом от 12 и старше, там один до 18, до 19 лет, там один непрекращающийся кризис идет. Пишут, что дети сейчас знают свои права, скептически воспринимают советы взрослого, к сожалению. Кто-то пишет, что кризис он всю жизнь. Да, совершенно верно. Ну, не всю жизнь, а есть определенные стадии. Просто бывает, что кризис затягивается. Так вот, не слышно? Алло, алло, раз, два, три. Видно, слышно? У меня вроде все нормально. И здесь у меня вроде как бегунок такой скачет, который уровень звука показывает. Поэтому, да, если что-то у нас со звуком, с видео, это проверьте у себя аппаратуру. У нас все работает. У меня все работает, да. Вот, в общем, смотрите. Давайте разберемся с одним из самых таких вот первых больших, серьезных, но очень-очень важных кризисов. В 3 года начинается вот эта история "я сам". Иногда нужно уметь просить прощения. Вот да, очень важно, действительно, мы об этом поговорим. Сейчас мы пока про деток, а потом мы поговорим про нас. Вот. Вот смотрите, в 3 года проявляется самоидентификация ребенка. Такие первые зачаточки, первые проявления. Вот, где-то до 2,5 лет, ребенок пока не понимает, что вот он – это отдельное, явление, отдельный субъект взаимоотношений. Ребенок пока не понимает, что он, мама, папа – это нечто разное. В 3 года у него начинается вот это вот, дистанцирование и отделение. У него появляется "я", образ "я". И в какой-то момент ребенок вдруг начинает понимать: а чего я хочу, а что мне надо, а что мне требуется, а к чему я двигаюсь, что я хочу покушать, во что я хочу поиграть, а как бы я хотел провести свое время. И вот какая штука. Очень часто родители этого не видят и не понимают. Им кажется, что ребенок, ну, занимается какой-то ерундой, занимается вообще какой-то дурью, да, э, и в принципе, вот это вот процесс исследования, это надо бы пройти как можно быстрее, это все не важно. Важно, дорогие друзья, это очень-очень важно. Просто в этот момент начинается столкновение и сопротивление. Мама с папой говорят: "Собери игрушки", а ребенок не хочет собирать игрушки, он хочет в них продолжать играть. И вот этот момент самоидентификации, самоосмысления, кристаллизации вот этого "я", оно как раз проявляется таким образом, что ребенок вступает в конфликт между тем, что хочет он сам, и между тем, что желают родители. Вот. Так, снова пишут, что не видно и не слышно. Ну, ребят, нет, у меня тут все видно, все слышно, поэтому проверьте, пожалуйста, свою аппаратуру. А, Давайте так. То есть то, что ребенок кричит,
сопротивляется, начинает воевать с родителями, это абсолютно нормальная история. Это процесс его самоидентификации. Просто в какой-то момент он вдруг начинает понимать, что, мир гораздо интересней, что мир гораздо больше и ярче, чем ему представлялось раньше. Вот в 3 года появляется вот это ощущение себя. Ребенок начинает себя исследовать, а ребенок начинает себя изучать, ребенок начинает познавать какие-то процессы, связанные со своим телом, со своим организмом, с какими-то своими привычками и со своими желаниями. И очень часто вот эта вся история, она вступает в сопротивление тому, что хотят родители. И вот вопрос вам: может ли ребенок на данном этапе, на этапе в 3 года, адекватно контролировать и отдавать себе отчет, ну, что вот да, действительно, я вступаю в конфликт с мамой, с папой, потому что происходит процесс самоидентификации моей, именно поэтому я вот исследую мир, я познаю себя, и поэтому вот я сейчас вот бунтую, сопротивляюсь, кричу, плачу, и вот я с мамой, с папой тут нахожусь в противоборстве. Вот пишут как раз: "Нет, нет, 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 однозначно нет". Вот это очень важно. Ребенок не может этого понять. Это пока не входит в категорию его, его знания. Это пока вообще совершенно не входит в его картину мира. Он делает то, что он делает инстинктивно, его мозг развивается, области и ядра в мозгу, они активизируются, усложняются связи нейронные, синаптические, и поэтому поведение ребенка становится сложнее. Именно поэтому поведение ребенка становится взрывным, импульсивным. Он пока себя контролировать не может. И вот какая штука. Родители в этот момент действительно должны вот это понять, что ребенок в данный период, в период 3 лет, от 3 до 5 вот этот кризис идет, да, он не может вести себя по-другому. Вот просто не может. А теперь смотрите, почему начинается конфликт и почему конфликт эскалируется, растет, возрастает. Ну, как раз, собственно, потому что родители начинают накладывать свои внутренние проблемы и свои внутренние ограничения на ребенка. Ну вот, например, маме вот взбрело в голову, что в 3 года ребенок обязан уже четко, связно говорить, да. А ребенок говорит отдельными словами и говорит нечетко, невнятно, ну и вообще, в принципе, он больше желает что-то делать, что-то мастерить, в песочке копаться, из конструктора что-то собирать, а не разговаривать. Но ему это не надо, ему не интересно. Он не понимает ответа на вопрос «зачем?», да? Вот самый главный вопрос, который возникает у нас всегда в голове на любой стадии развития, это вопрос «зачем?». И если мозг не находит ответ на этот вопрос, ну тогда мы продолжаем заниматься тем, чем занимаемся. Что делает мама? У мамы есть четкая установка, что в 3 года ребенок обязан разговаривать ярко, многословно, велеречиво. А теперь вопрос к вам. Почему у мамы в голове возникает вот эта установка, что вот все, мой ребенок, моя Наташенька в 3 года обязана разговаривать много, ярко и постоянно? Вот откуда берутся эти установки и почему? Вот напишите, пожалуйста, ваше мнение. Вот напишите, как думаете, вот почему мама так свято убеждена, что в 3 года ребенок вот обязан разговаривать? Это просто пример, просто пример. Из социума, правильно. Потому что сама говорила в детстве или другие дети говорят, шаблоны. Вот, внимание, все правильно, сравнивать с другими, желание родителей выделить другими, средние параметры, вроде как у всех. Вот, правильно. То есть мама берет, некую общую температуру по больнице и берет, триггерные точки из социума, с которыми она сравнивает своего ребенка. Вот здесь принципиально важный момент. Сравнивает. Да, действительно, мама начинает сравнивать своего ребенка с другими детьми. И она как-то вот в сознании-то она понимает, что вон-то у подруги-то, у Алиски, о, девка-то уже в 3 года Айболита рассказывала наизусть, а? И вообще стихи декламировала уж с табуретки, там, Дед Мороз на празднике падал,
от счастья в обморок от того, какие стихи рассказывает ее дочь, да? А моя-то, моей 3 года, уже 3 и 2 месяца, а она еще только "мама, папа, дай" говорит. Да что ж такое-то? И вот действительно, что происходит? Мама начинает наседать на ребенка: "Говори, разговаривай". Но она не так, конечно, это делает. Она начинает как можно больше с ней заниматься, навязывает свои ей вот: "Давай еще, давай здесь буковки, а это скажи, а это скажи". Вот вы все правильно здесь пишете, сравнивает с другими, бабушка подливает масло в огонь, а вот ты уже стихи писала. Вот, смотрите, вот здесь давайте запомним с вами такое важное определение: социальные паттерны, то бишь социальные шаблоны. То есть есть некие социальные шаблоны у мамы в голове относительно того, как оно должно быть. То есть некий шаблон идеального ребенка, который она где-то увидела, где-то посмотрела, либо у своей подруги, либо ее мама рассказала, либо она увидела по телевизору, что там говорит доктор Комаровский, Малышева там или подруга-логопед, да. И вот какая штука, она начинает сравнивать вот с этими социальными паттернами, с этими общими социальными шаблонами своего ребенка, и что она видит? О, ужас! Мой ребенок не дотягивает до этих параметров, какой кошмар! Вот. Вот эта штука, она не осознается, к сожалению. Ну и что происходит? Мама начинает навязывать свои директивы, свои установки. Либо прямо, либо опосредованно. Да? Ну а что видит ребенок? Ребенок видит, что ой-ой-ой, мне нельзя заниматься моими делами, которыми мне хочется заниматься, которыми мне привычно заниматься. И более того, мама какая-то напряженная. Ребенок, вот смотрите, здесь вот внимательно. Ребенок считывает не вербальную информацию, а невербальную информацию. То есть ребенок считывает мамино поведение. Если мама начинает с ребенком играть в буковки, в кубики и со словарем разбираться как-то напряженно, как-то вся съежившись, да, и вообще у нее на лице написано какое-то недовольство, какая-то тревога, ну, ребенок, получается, что он начинает нервничать. И зачастую ребенок вступает с мамой в конфликт. Но у мамы же засело, что он должен соответствовать вот этим социальным паттернам, которые я там для себя определила, да. В 3 года обязан говорить предложениями и связно, и по многу, и рассказывать стихи, да. В 2,5 года, там, в 2 года он обязан сам самостоятельно писать на горшок. Кто ей сказал об этом, да? Вот, и вот начинается конфликт, начинается столкновение. Поэтому смотрите, важная вещь. Все конфликты между родителями и детьми начинаются тогда, когда происходит столкновение вот этих родительских социальных паттернов, то есть ожиданий родителей относительно поведения своего ребенка и реальности. Что такое реальность? Вот тут реальность очень конкретная. Вот сидит Наташенька, трехлетняя девочка, и она пока, ну, не разговаривает так активно. Она говорит: "Мама, папа, бабушка, дедушка, дай чайник". Какие-то такие вот отдельные слова, да. Маме нужно принять тот факт, что ее ребенок — это не представитель общей температуры по больнице. Это не обязательный, элемент такого сравнительного анализа с этими социальными паттернами, которые роятся в голове у мамы, да. Ее ребенок — это, вот как мы раньше с вами говорили, это уникальное семечко растения, которое попало ей в руки. И маме нужно максимально в игре, максимально мягко, максимально конструктивно и максимально подстраиваясь к реальности, делать свою работу, делать свое нелегкое дело. Дело мамы, оно действительно нелегкое, да, но не сравнивать ребенка ни с кем, а брать за модель сравнения, всего лишь самого ребенка. То есть ребенка адекватно сравнивать только с теми моделями поведениями, которые ребенок демонстрировал вчера. Не с тем, как ведет себя дочь соседки, не с тем, как рассказывала мама ей, то бишь бабушка, да, как должен ребенок вести себя в 3 года,
а исключительно с поведением Наташи, вот этого маленького ребеночка Наташи, да, которое она демонстрировала вчера и позавчера. Прогресс может быть медленный, прогресс может быть не быстрый, прогресс может быть гораздо, ну, более замедленно и более трудно, чем у других детей. Это нормально, это абсолютно естественная вещь. Вот. Вы что-то больше так много пишете, я не успеваю читать. Вот, если ребенок не дотягивает, то у родителей сомнения, все ли нормально в развитии ребенка. Да-да-да-да-да-да-да. Все верно. Зависит много от того, как занимались родители с ребенком, много играли, читали, разговаривали, а ребенок накапливает знания. Потом будет результат, в том числе и речь. Спешить не надо. Вот, правильно, ключевой момент, спешить не надо. Абсолютно с вами согласен, спасибо. Вот теперь давайте с вами проследим одну важную вещь, одну очень-очень важную вещь. Вот смотрите, у нас есть, условная Елена, это мама, да, а у Елены есть дочка Наташа, дочке 3 годика. И дочка, ну, пока не дотягивает до тех социальных паттернов, которые нарисовала у себя в голове, идеальные социальные паттерны, ну, сама Елена, да. Она решила себе, каким должен быть ребенок в 3 года, а Наташа, маленькая девочка, она не дотягивает. И вот какая штука. Давайте немножко проследим модель мышления, вообще вот всю вот эту логику, линейку мышления у мамы. То есть мы проследим вообще как бы движение ее внутренних установок. Вот смотрите, давайте попробуем. Так, моя дочь в 3 года не говорит предложениями. А если она в 3 года не говорит предложениями, соответственно, на это будет обращать внимание. И, соответственно, мне об этом будут высказывать. А если мне будут внимательно, давайте все вместе. А если мне окружающие будут говорить и высказывать, что мой ребенок какой-то неправильный, то это значит, что я продолжите фразу в комментариях. Вот продолжите. Плохая мама. Отлично, Екатерина. Отлично. Вот кто-то пишет, плевал на мнение остальных. Потрясающе, здорово, если вы это умеете. Но в основном вот здесь вот какая штука. Я плохая мама, я, глупая мама, я неправильно воспитываю свою дочь, я не справляюсь с своими обязанностями. Да-д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 а. Всё верно, все правильно, все правильно. Поэтому смотрите, давайте честно и объективно, вот проанализировав данную ситуацию, за кого переживает в большей степени в данной ситуации мама? За себя или за дочку? Вот напишите. За себя. Совершенно верно. В точечку. Бинго. Мама переживает за себя. И вот данная ситуация свидетельствует о том, что у мамы не все в порядке с самоидентификацией и с ощущением себя, и с восприятием себя. Самооценочка у мамы подорвана. И у мамы есть вот такой элемент, он так называемое условное принятие, да. Что такое условное принятие? Я хорошая, я принимаю себя, я готова себя признать как хорошую, правильную и со мной все окей, только в том случае, если мне об этом говорят. То есть вот смотрите, важный момент. Условное принятие — это когда я себе говорю: "Я хорошая, только если", а принятие себя должно быть безусловным. А вот теперь вопрос, с которого мы начали. Кто в основном-то виноват, в конфликтах? Не виноват, неправильно. Опять же, тут не надо никого винить. Причина конфликта в чем между родителями и детьми? Вот в чем? Напишите. Вот правильно пишут: "Мама — это из детства". Вот, самооценка. Да, 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 да. Вот понимаете, требовательность,
вот такие жесткие стереотипы, вот этот патернализм в сознании у мамы, он формируется тогда, когда мама не любит себя, не принимает себя, когда у мамы проблемы с восприятием себя, с самооценки. И поэтому происходит вот такая идеализация. Вот мы раньше с вами об этом говорили. Все родители, когда чувствуют собственную ущербность в самих себе, в детях они пытаются воплотить свои мечты. Здоровый родитель, который действительно с трезвой, здравой самооценкой, у которого все в порядке с восприятием себя, он не будет в ребенке как-то воплощать свои нереализованные мечты. Он не будет от ребенка требовать того, что он требует от себя. Он будет ребенка воспитывать адекватно и в соотношении с тем, на что действительно делает упор ребенок. Поэтому, еще раз, проблема в конфликтах, во взаимоотношениях между родителями и детьми, это получается в основном в самооценке мамы. А если ребенок отстает на 3-4 эпикризных срока? Отличный вопрос, спасибо большое. Значит так, дорогие друзья, вот Ирина задала вопрос, мы сейчас не берем те аспекты, когда действительно у ребенка физиологическое отставание, когда у ребенка проблемы с нервной системой, когда у ребенка проблемы с щитовидкой, вообще с гормонами, с гипофизом, когда у ребенка есть объективное отставание на 3-4 эпикризных срока, то получается тогда, что у ребенка надо вести к врачу. То есть пройти обследование полное. Действительно, мы сейчас с вами говорим не про медицинские проблемы, а про психологические проблемы, да? То есть, если проблема медицинского характера, ее нужно решать медицинскими способами. Про психологию забывать не нужно, само собой, но если вопрос касается про длительное отставание от развития, тогда да, тогда нужно, конечно, ввести по врачам и проводить полное обследование. Причем у профильных врачей, у эндокринолога, у невролога, и так далее, и так далее. В первую очередь, конечно, невролог. Вот. Поэтому вот правильно пишут: "Предлагаю маме и папе поднимать самооценку". Вот, смотрите, я очень много общаюсь с подростками. Я очень много общаюсь с наркоманами, вообще с детками из неблагополучных семей, а, с детками, у которых депрессия, у которых панические атаки, которые начинают, вообще как-то девиантно себя реализовывать. Ну, девиантно значит агрессивно, да. Которые провоцируют окружающих, которые вступают в драки, специально пытаются попасть в полицию там и всякое такое. Я много с ними работаю. Вот какая штука. Я наблюдал неоднократно, вот в семьях, где у мамы и у папы хорошие отношения, в семьях, где мама и папа любят друг друга и, самое главное, уважают себя, дети растут нормально. Папа твердо стоит на ногах, у папы есть четкий стержень. Что такое стержень? Да, это набор внутренних императивов, что со мной все в порядке. Почему? Есть доказательства. Первое, второе, третье, четвертое. Со мной все нормально. И у мамы есть четкое ощущение, что со мной все в порядке, со мной все классно, со мной все отлично. И она может себе это объективно объяснить на уровне вот какой-то банальной такой логики простейшей. Я хорошая мама, бездоказательно, я в принципе себя ощущаю хорошей мамой, но этому есть объективное подтверждение. Там первое, второе, третье, четвертое. То есть, когда папа, безусловно, принимает себя, и когда мама, безусловно, принимает себя, и вот в таких семьях, дети растут в ощущении того, что у них есть крепкий тыл. Такие дети растут в ощущении того, что с мамой, с папой все в порядке, модели поведения адекватные, модели поведения выстроенные. И, дети растут с ощущением гармонии и безопасности внутри. Бывает, что родители не поддерживают друг друга в стиле воспитания, не договариваются, что разрешать, а что нет, и дети манипулируют. На ситуации начинается конфликт с тем из родителей, кто не принимает его сторону. Отлично, да-да-да-да-да-да-да. И вот смотрите, теперь главный аспект, главный вопрос такой, да, э, порядок надо наводить не с ребенком. Ребенок – это всего лишь следствие. Ребенок – это, знаете, это просто некое растение, которое растет в почве. А почва должна быть удобрена, почва должна быть
полита обильно, должна быть влажность нормальная, адекватная, свет ультрафиолет должен поступать, да. Так вот, этой почвой является как раз семейные отношения. Поэтому ребенок будет расти адекватным, нормальным. Еще раз, конфликты будут, конфликты – это нормально, без конфликтов ничего не бывает, но качество конфликтов, их количество, их объем, вот эти периоды напряженных пауз и напряженного молчания, и обид друг на друга, их будет гораздо меньше, если в семье здоровая система взаимоотношений между мамой и папой. Если мама, папа ничего друг другу не доказывают, если у мамы, у папы, у каждого своя интересная, яркая жизнь, у папы на работе там большая яркая жизнь кипит, и он собой доволен, у мамы есть своя жизнь, и она собой довольна, вот тогда ребенок растет в ощущении безопасности. Тогда ребенок растет в ощущении того, что со мной все в порядке, у меня есть трезвый тыл, здоровый тыл, я на него могу опереться, и модели поведения будут как раз-таки впитываться из семьи. В первую очередь, если вы хотите ребенка научить адекватно решать конфликты, вообще, в принципе, конфликтовать, опять же, еще раз договоримся, без конфликтов нельзя. Ребенок будет конфликтовать, ну, потому что как бы подростковый бунт – это нормально. Бунт 3 лет против родителей, когда они пытаются его усадить на горшок, а он не хочет – это нормально. Бунт 5 лет, когда ребенок говорит: я сам, отстаньте от меня, я сама пойду в садик, уходите, или там ребенка невозможно, наоборот, выцарапать из садика, да: мама, уходи, завтра меня заберешь, я тут буду, до завтра останусь, да. Это абсолютно нормально, это естественно, но вопрос, как этот конфликт будет решать мама и папа. Качество решения подобных конфликтов зависит от того, насколько они уверены в себе, насколько они находятся в гармонии друг с другом и в гармонии в первую очередь с самими собой. Очень хорошая книжка. Запишите, пожалуйста, дорогие друзья. Это то, с чего все начинается. Вообще все начинается с любви. Любовь – это как главная движущая сила, как некая такая вот без всяких преувеличений, это физическая величина, которую можно измерить. И формула любви, она давным-давно известна. Формулу любви определил Эрих Фромм. Это австрийский психолог, психиатр, замечательный специалист, написал много чего полезного. И есть у него одна главная фундаментальная книжка, которую нужно нам всем изучить. Так, Эрих Фромм «Искусство любить». Мне записать? Да? Записать или запомните? Давайте запишу. Эрих. Сейчас запишу. Эрих Фромм «Искусство любить». Так, а тут можно как-то оставлять не сообщения, а чтобы они висели постоянно? Ну ладно, не буду, неважно. Вот эту книжку нужно всем. Так, все записали, да? Все записали? Зафиксируйте, пожалуйста. Книжка очень популярная, она продается везде. В интернете ее можно найти бесплатно, в любой книжной лавке она продается, ну, не знаю, за 100, за 150 рублей. Это настолько уже распространенная книга, что ее просто надо читать. Это то, что должно быть на полке, ну, у каждого, абсолютно. Ее нужно прочитать всем. И маме, и папе, и бабушке, и дедушке, и старшей сестричке, которой 18 лет. Так вот, еще раз, что такое любовь? Да, мы с вами раньше об этом говорили. Любовь – это прямая заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Так вот, представьте себе, я, допустим, здоровый папа, ну, здоровый имеется в виду здесь, да, здоровый в плане самооценки, здоровый в плане отношения к реальности, отношения к конфликтам, и в первую очередь к отношению, ну, к восприятию самого себя. Я не считаю себя плохим, даже если про меня будут так говорить. Я имею свое мнение, я шлю доброжелателей куда-нибудь в лес, да, если мне что-то говорят. Я, конечно, прислушиваюсь, но серьезно относиться буду только к собственным выводам. Так вот, я здоровый папа, у меня начинается конфликт.
конфликт, допустим, со своей 12-летней дочкой. Так вот, как поступит папа травмированный, папа невротичный, папа, не любящий себя безусловно, который принимает себя только условно, ну, условно, такой вот, ну, человек с нездоровой самооценкой. Так вот, как он поступит? Он будет усиленно доказывать ребенку в ситуации конфликта, что он не верблюд. Будет это делать долго, будет это делать упорно, будет много-много дней подряд объяснять и доказывать ребенку, что она не права, допустим, да, в плане выбора косметики, либо в плане того, как, во сколько нужно ложиться спать, да. Здоровый папа в этой ситуации поступит следующим образом. Во-первых, он скажет про себя одну важную фразу: "Я в порядке, я хороший папа, я найду решение". И при условии, что он воспринимает себя нормально, воспринимает себя хорошо, он сядет и разберется, почему ребенок конфликтует, почему ребенок требует. Он пытается мне сделать плохо, отправить к маме. Вообще, кстати, да. Вообще очень часто именно вот там, если ребенок в 12 лет, и я вот, например, даже какие-то серьезные там, ну, конфликтные ситуации сейчас вот уже на данный момент стараюсь с ребенком не решать. Я через жену, мы садимся, устраиваем там семейный совет, и жена идет таким дипломатом, делегатом к дочке, потому что у нее свой язык общения с дочкой. Вот, потому что девочка лучше воспринимает девочку, это нормально. Так вот, здоровый папа в этой ситуации подумает: со мной все нормально, со мной все в порядке, мне нет смысла с ней бороться. Надо понять, во-первых, почему она так себя ведет. Ну и здоровый папа поймет, что ребенок пытается провести момент самоидентификации, ребенок пытается кому-то что-то доказать, ребенок пытается вот отыскать вот эту вот собственную я, собственную уникальность, ну и пытается выделиться, допустим, да. И в итоге папа, вместо того, чтобы быстро, споро и яростно решать все топором, да, там: "Нет, не пойдешь", я сказал, либо там что-то еще, папа сядет и подумает: а как построить длительную, долгосрочную политику, дабы ребенка не обидеть, дабы сделать так, чтобы ребенок воспринял его слова не как критику, не как укол, не как оскорбление, не как прямую борьбу, как именно желание помочь, да? И вот какая штука. Давайте мы сейчас с вами перейдем потихонечку именно к приемам. Мы с вами разобрали первый вопрос, почему ребенок кричит и злится. Понятно, да? Он конфликтует, потому что по-другому не может, потому что он проходит определенные стадии самоидентификации, которые являются абсолютно нормальными, абсолютно естественными. Задача ребенка эти ситуации, эти фазы роста и кризиса прожить. Второе. Мы разобрались с вами, почему мы, родители, злимся и кричим на него. Кричим, потому что не уверены в себе, потому что сомневаемся в своих собственных педагогических возможностях, считаем себя плохим и кому-то что-то пытаемся доказать. Ну и плюсом находимся под давлением вот этих самых социальных паттернов, которые нам навязали, которые нам внушили. Меня очень волнует, если ребенок растет в неполной семье, для мальчика авторитет папа, а если его нет, каким его воспитает одна мама, особенно в кризисный период? О, очень хороший вопрос, спасибо большое, Анна. Да, смотрите, для мальчика в кризисных периодах в любом случае должен быть рядом мужчина. Мужчина — это не обязательно может быть папа. Мужчиной может выступать дедушка, брат, дядя, мужчина, с которым сейчас встречается мама. Это может быть тренер по борьбе, по боксу, это может быть учитель по рисованию, мужчина. В общем, смотрите, это должен быть мужчина, который, во-первых, является авторитетом для этого мальчика, беспрекословным авторитетом. Он не обязательно может быть родственником, он просто является объективным авторитетом. Второе. Этот мужчина общается с ребенком регулярно. Почему регулярно? Потому что именно регулярный процесс общения, хотя бы
вот на тренировках, да, когда вот они общаются регулярно, там 2-3 раза в неделю, либо на репетициях, либо на занятиях, на кружках. Если они общаются регулярно, что делает ребенок? Ребенок делает самую важную вещь. Он впитывает модели поведения авторитетного человека. По сути, он воспринимает вот этого человека как лидера, как альфу, как некого самца-лидера стаи. И автоматически про себя он такой: так, я хочу вырасти, я хочу стать достойным, ага, я сейчас буду тянуться к нему, смотреть на него и впитывать, повторять, запоминать все то, что он делает. Поэтому общение должно быть регулярным. Очень важно это. Не то, что раз в месяц встретились, раз в месяц созвонились и все. Нет. Мужчина должен быть такой, с которым он постоянно общается. Хотя бы несколько раз в неделю, но на постоянной основе. Даже если это папа, с которым ребенок встречается только по выходным, очень хорошо. Пусть это будет он. Самое главное, чтобы пример был действительно достойный. И чтобы от него ребенок мог впитывать модели поведения. Ребенку невозможно ничего объяснить на словах. А ребенку нужно только демонстрировать, показывать. Самый простой пример, да. Вот недавно видел такую ситуацию. Мать идет, тянет за собой, за руку, девочку. Девочка 6 лет такая идет, такая, что-то там в своих мыслях, в своих переживаниях, что-то бубнит себе под нос, напевает. А мама идет, ей что-то такое важное рассказывает, что-то она говорит про пожарных, про полицию, про меры безопасности. И вот тут внимание, мама подходит, к дороге, подходит к обочине на нерегулируемую часть, где просто машину снуют, схватила дочку за ребенка, посмотрела направо, посмотрела налево, жух, перебежала в неположенном месте. А светофор был, ну, примерно там, ну, в 120 метрах от них. Светофор и пешеходный переход. Вопрос: вот что больше запомнил ребенок в данной ситуации? То, что мама говорила про безопасность, или то, что мама сделала? Вот как думаете, как мама поступила? То, что сделала, то, что сделали вместе, то, что все верно, все верно, все верно, все правильно. Дети запоминают только поступки, только поведенческие акты. Для ребенка поведение является прямой демонстрацией того, что вот так можно поступать. Мама, по сути, может сколько угодно разговаривать про то, что материться нельзя. Папа может сколько угодно говорить про то, как важно заниматься спортом, но если мама по телефону с подругой на кухне начинает обкладывать матом соседку или там общую знакомую какую-то, да, а папа вместо того, чтобы спортом заниматься целыми днями, лежит на диване, о чем тогда можно говорить? Ребенок делает вывод: ну вот вы же живете вот так, а чё мне нельзя, я буду делать так же. Это происходит на бессознательном уровне. Понимаете, ребенок как губка, он впитывает, абсолютно впитывает все, но впитывает он не вербальную информацию, а модели поведения. Поэтому очень важно, чтобы рядом с ребенком были ресурсные люди, адекватные, взрослые, трезвые, которые демонстрируют правильные, адекватные модели поведения, потому что ребенок просто будет их впитывать. Впитывать, впитывать и впитывать. Воспитываем своим примером. Правильно, правильно пишет Светлана. Поступки отпечатываются на подсознательном уровне. Все верно. Итак, хорошо. Про логику поступков мы с вами поговорили. Теперь смотрите, что делать с собой в ситуации, когда конфликт разгорается, когда конфликт начинается. Вот как себя успокоить в первую очередь? Что сделать с собой? Я думаю, важная тема, да? Смотрите, в первую очередь, когда начинается конфликт, есть одно золотое правило. Это относится не только к ребенку, это относится и к бытовым конфликтам с мужем, с женой, с мамой, с папой, с соседкой, с подругой, с коллегами на работе, да. В первую очередь, что нам нужно сделать, это не бежать вперед паровоза и не решать ситуацию быстро и сразу. Даже если ребенок кричит, даже если ребенок находится, ну, в состоянии аффекта. Состояние аффекта — это когда эмоции берут верх над разумом, да.
Я сейчас говорю не про уголовное, не про юридическое определение состояния аффекта, а именно про психологическое. Психологическое состояние, ну, определение состояния аффекта – это, в принципе, когда мы не действуем рационально, когда мы действуем эмоционально. То есть вот, ребенок вошел в стадию аффекта, ребенок находится в ситуации эмоционального переживания реальности. Так вот, самое дурацкое, что мы можем сделать, это войти с ним на одну волну и погрузиться в эту же самую пучину аффекта. Как это сделать? Очень просто. Отреагировать быстро и сразу той же монетой, которой нам говорит ребенок. Да, мама, да выйди, да что ты мне тут указываешь, да? Да перестань, мама, что ты на меня орешь? А ты что на меня орешь? Ну и начинается, и поехали. Накидывают друг дружке, ребенок начинает плакать, закрываться в комнате, мама теребит: "Открой, открой дверь, перестань так со мной разговаривать, я твоя мать", да. Так вот, первое, что нужно сделать, это сделать паузу и выйти из ситуации. Вот запомните, пожалуйста, запишите самое главное, что нужно сделать в ситуации, аффекта, не идти вслед за аффектом. Вот понимаете, такое экспрессивное реагирование, оно вводит вас в состояние повышенного тонуса. Оно вводит вас в состояние мобилизации. По сути, вы данную ситуацию воспринимаете как прямую агрессию. И возникает ситуация такая, что реакция такая, что я должна быстро как-то ситуацию урегулировать и успокоить. Так вот, как взять паузу? Очень просто. Физически меняете место дислокации. Если конфликт разгорелся на кухне, на 5 минут уходите в ванну или в зал, или в спальню, или на улицу. Сходите до магазина. Так, попробовать найти компромисс, переключить на другой вид деятельности. Это хороший совет, но не всегда это работает. Многие родители и дети, поэтому реакция да, конечно, мы все дети, само собой. Повзрослеть – это ведь не цифра в паспорте, когда человек взрослый, да. Взрослый человек – это состояние ума. Взрослость проявляется в поступках, взрослость проявляется в мышлении в первую очередь. Вокруг меня огромное количество 40-летних, 50-летних детей. Так вот, паузу, еще раз. Уходите в другую комнату, меняете место дислокации, то есть географически перемещаетесь, да, в другое поле. И, здесь очень важно действительно переключить внимание на некий другой процесс. Самый простой вариант. Сосчитать до 10, честно, не получится. Вы будете все равно это может сработать, но не всегда. Очень часто мысли захлестывают, очень часто мысли здесь будут, бежать впереди вас, и вы будете себя накручивать. Так вот, самый классный вариант, который могу посоветовать. Так, вопрос: а если один уходит, а другой идет за ним? Физически закрываем за собой пространство, закрываем дверь, выходим из квартиры, выходим из ситуации конфликта на 5 минут. Вы потом туда вернетесь, но это очень-очень важно. Переключайтесь. Так вот, самое лучшее, как утихомирить себя, это взять бумагу, взять ручку и написать все то, что вы хотите сказать ребенку в данный момент. Не обязательно ребенку, это может быть абсолютно любой человек. То есть, вопрос решения конфликта, он всегда одинаков. Алгоритмы всегда одни и те же. Поэтому первое, уходите с места событий на 5 минут. И второе, попробуйте вытащить из себя все то, что сейчас в вас роится, на бумагу. Запишите. Для чего это нужно? А очень просто. Во-первых, вы действительно делаете паузу, вы останавливаете внутренний вот этот вот безумный монолог, вот эти скачущие мысли, вы их структурируете и упорядочиваете на бумаге. Это первое. А второй очень важный момент, что вы делаете таким образом, вы выходите в метапозицию. Метапозиция – это когда вы начинаете смотреть на себя со стороны.
когда вы условно выходите за пределы ситуации и смотрите на ситуацию со стороны. Потому что как только вы напишете на бумаге все то, что вы хотите прямо сейчас ребенку сказать, вот это очень важно, не стесняйтесь в выражениях, пишите все, что вы думаете. Вот пусть это будет с матами, пусть это будет с каким-то негодованием. Да вот, да ты, а я, тебе, а ты неблагодарная. Запишите. Это никому показывать не надо. Это для вас нужно, это ваша практика. Потом это можно сжечь ритуально, закопать, съесть, не знаю, вот что хотите. Можете складывать на память. Это потому что это будет очень интересно потом прочитать. Так вот, когда вы записали, вы невольно будете это перечитывать. То есть, перечитав, вы выходите в метапозицию, и в данный момент вы начинаете вдруг смотреть на все это дело со стороны и отдавать себе отчет: "А что я делаю?" Вы на себя со стороны смотрите, на себя и на ситуацию. И вот какая штука. Очень часто здесь происходит отрезвление. И очень часто человек начинает здесь задавать себе вопросы: "А чё это я погорячилась? А чё это я разоралась из-за этого мусора в комнате, да? А и вообще из-за этой куртки, чё весь сыр-бор? Не, ну понятно, холодно на улице, надо на неё этот пуховик напялить, но вот так вот сработает? Вот то, что я хочу ей сказать, вот то, что я написала, вот это сработает, а может быть нет, а может быть это вызовет новую волну конфликта". То есть, смотрите, третья фаза, вот с этим написанным нам нужно поработать. Попробуйте всему вот этому написанному задать ряд критических вопросов. А это точно сработает? А я уверена, что оно будет так. А какую реакцию в ответ вызовут мои вот эти вот слова, которые я сейчас планирую ей сказать? А будет ли вот ожидаемый эффект, который я хочу, или это все только усугубит ситуацию? Вот это особенности, я сейчас вам рассказываю, когнитивной терапии. То есть когнитивная терапия – это способ менять свое мышление. И первая, самая простая техника, первый самый простой способ – это посмотреть на себя со стороны, дать здравую, критичную оценку своим мыслям и своим словам, которые я сейчас хочу вот донести, проговорить. Поэтому еще раз. Первое. Уходим в сторону, меняем место дислокации. Второе. Берем ручку, бумагу и пишем все то, что вы хотите сказать прямо сейчас своему обидчику, да, чтобы доказать ей, чтобы там объяснить ему, этому 13-летнему засранцу, как он себя ведет, да. Играет он в Sony PlayStation вместо того, чтобы уроки делать, да. Чё вы купили ему этот Sony PlayStation? Разве не чтобы играть, да? Нет, тут, конечно, надо делать уроки, само собой. Просто вопрос, как вы это скажете. Вот. И третий пункт, третий, очень-очень важно, да, видно пальцы. Третий пункт – это когда вы начинаете со стороны смотреть на свой текст и задавать ему вопросы. Вопросы очень простые. А это сработает? А я точно знаю. А какой будет результат? А вот то, что я хочу сказать, оно действительно поможет или оно усугубит все происходящее? Я знаю своего ребенка, да? В общем, вот эта техника очень простая. Я вам ее дарю, пользуйтесь, она работает железно. Вопрос только в том, насколько часто вы ее будете практиковать. Если вы ее будете практиковать часто, что значит часто? Это каждый день в течение 2 месяцев. Любые маломальские бытовые конфликты вы можете разбирать вот по такой технике. Когда вы будете в течение 2 месяцев ее отрабатывать, у вас автоматически выработается уже привычка. И сформируется уже, тоже определенная модель поведения. Каждый раз, когда вы входите в ситуацию конфликта, вот так себя останавливать и вот так отдавать себе отчет: "А что я делаю? А зачем? А для чего? А какие будут последствия?" И так далее, так далее, так далее. Так вот, это то, что касается саморегуляции и вообще остановки себя в пространстве и вопроса такого, самоуспокоения, дабы выйти из состояния аффекта и конфликт не провоцировать, а наоборот его немножко затормозить и остановить. Понятно всем? Всем понятно? Дайте обратную связь. Да, да, да-да-да-да-да. Мгм, мгм. Ага, ага. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, отлично. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Что сказать ребенку?
когда ребенок, мается, кричит, истерит и когда он уже вошел вот в раж, вот в эту стадию. Ага, спасибо, дорогие друзья, спасибо, коллеги. Вот на работе это работает железно. Вот на работе, когда вы действительно понимаете, что можете вспылить, можете усугубить ситуацию, то же самое. Уходите в курилку, уходите на кухню в офисе, уходите в туалет, сядьте и напишите. Если нет ручки бумаги под рукой, просто берете, вот, берете смартфон, открываете блокнот, на блокноте начинаете набивать, печатать. Какая курилка? Ну, не в курилку, чё. Не курить, не ходите. Я никого не призываю ни в коем случае. В детском саду. Вот. Надо перемалчивать. Совершенно верно. Перемолчать очень-очень важно, очень нужно. Так вот, следующий вопрос. Что ребенку сказать, когда вот он в истерике, ребенок истерит? Большая ошибка многих родителей в том, что они начинают сразу же ребенка своего успокаивать. Опять же, когда ребенок находится в состоянии аффекта, он не умеет пока, он еще не взрослый. Вот еще раз, мы с вами еще раньше об этом говорили. Большая ошибка родителей заключается в том, что мы от ребенка начинаем требовать все то же самое, что от себя. Да? Мы перекладываем свои модели поведения, свои внутренние императивы на ребенка. Нам кажется, что ну я же так себя веду, я же трезвая мысль, да, он тоже должен. Нет, не должен. Почему? Не умеет еще, не научился. Дайте ему возможность этому научиться. Так вот, ребенок, когда в стрессе, в тревоге, когда он находится в истерике, когда он орет, кричит, хлопает дверьми, самое глупое, самое неправильное, что мы можем делать, это жестко, агрессивно успокаивать, принуждать, да. Там взять за грудки, потрясти, сказать: "Ну-ка быстро успокойся, что это такое, тряпка тут, да, развела сопли мне тут на моем новом паркете, там, на ламинате, да. Хватит, перестань, ну-ка возьми себя в руки, ты там дочь такого-то человека". Очень важно дать понять человеку, что вы его услышали, что вы ему сочувствуете, что вы ему сопереживаете. А ребенок ведь кричит не просто так, он пытается прожить, проговорить свои эмоции, он пытается успокоиться сам. Он ведь сам не рад от того, что происходит, ему самому это не нравится, ему самому не в радость. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это дать ему понять, что вы его видите, вы слышите это, и вы понимаете, насколько ему сейчас плохо, насколько он злится, насколько он в гневе, в обиде, в ярости, и что действительно его не устраивает вот эта текущая ситуация. Поэтому здесь работают механизмы именно активного слушания. Активное слушание очень здорово описано в книжках у Юлии Гиппенрейтер. Я про эти книги постоянно говорю, буду говорить еще неоднократно. Поэтому Юлия Гиппенрейтер, серия книг «Общаться с ребенком как», «Общаться с ребенком как», «Счастливый ребенок», «Счастливый подросток», «Конфликтный ребенок». У нее много книжек, много лекций на YouTube. Смотрите, ищите, читайте статьи, и будет вам счастье. Да, иногда важно не идти на поводу у ребенка, чтобы не манипулировал вами, но выслушать надо. Вот, внимательно, да, найти на поводу не надо. Дети отличные манипуляторы. Бессознательно они могут очень быстро без мыла влезать в одно место и садиться на шею. Поэтому надо научиться, конечно же, дистанцироваться, воспитывать в ребенке самостоятельность и вот эту самую взрослость медленно и потихонечку. Но при этом надо дать понять, что вы его услышали, что вы его поняли. Так вот, самый простой, самый лучший способ — это просто проговорить вслух, то, что вы видите. Да, я вижу, тебе больно. Да, я вижу, ты страдаешь, тебе неприятна эта ситуация. Да, вижу. Вижу, тебе неприятно, да. Вижу, злишься. Вижу, мой хороший, злишься, вижу. Понимаю, тебе сейчас не хочется игрушки собирать, тебе хотелось бы поиграть. Я это понимаю. Я это вижу, мой хороший. Да. Что мы достигаем таким образом? Мы даем понять нашему дорогому маленькому человечку, что мы его слышим, что мы не вступаем сейчас с ним в борьбу, что для нас очень важно
то, что он чувствует, то, что он проживает, то, что мы ему сопереживаем, сочувствуем, соучаствуем его беде, его проблеме, да? Так. Вопрос: а если не говорит, не объясняет, как понять его? О, отлично. Если он не говорит, если он не объясняет, значит, вы его натренировали на то, чтобы он ничего не говорил и не объяснялся. Значит, у него уже выработанная модель поведения такая, что ну его нафиг, я ничего не скажу, я лучше промолчу, зароюсь в себя, закроюсь, потому что если я скажу вслух, родители меня, скорее всего, не поймут, и я получу трендюлей. Я буду неверно понят. Поэтому нет, я лучше промолчу. Задача какая? Потихоньку расслаблять ребенка. Потихоньку создавать ему ощущение того, что мама, папа – это не враги, это друзья. С мамой и папой можно быть собой, можно разговаривать, можно делиться, можно рассказывать то, что болит, то, что неприятно, то, что взбесило, то, какие мои одноклассники мрази, там, и так далее, так далее, так далее. Э, это важно, это нужно, чтобы ребенок действительно проговорил это. А если он не говорит, если он закрывается, но вы видите, что проблема есть, значит, он вам не доверяет. Если ребенок пока вам не доверяет, значит, вам предстоит долгий путь а, к тому, чтобы ребенок увидел в вас товарища, друга, а не врага, и начал перед вами расслабляться и быть собой. Это очень-очень важно. Значит, ребенок не чувствует себя в безопасности рядом с вами, значит, он надевает вот эту самую роль, вот эту маску. Наталья Ивановна пишет: "Ни в коем случае нельзя кричать и применять силу в отношении к ребенку". Не помню, чье это высказывание, но я помню с тех пор, когда училась в педучилище. Да, об этом говорил и Сорока Росинский, и еще много-много кто. Нельзя кричать, нельзя применять силу. Криком и применением силы вы только закрепите то ощущение, что родитель – это источник опасности, и с родителем нельзя быть искренним. А, Чем более искренний ребенок с вами, тем легче ему вам открыться, тем проще вам его понять. Главная задача – понять ребенка, найти ключики к нему, осознать, что такого его не устраивает, в чем он действительно сейчас, что у него болит, что его беспокоит, чтобы он без стеснений маме рассказал и папе тоже, да. Родители должны быть строгими. Строгими, безусловно, но не жестокими и не дурными, повернутыми на своих проблемах и на своих комплексах. Строгими, да, согласен. То есть, правила, нормы нужны, но без фанатизма дурацкого. Мгм. С малышами при истериках можно переключить на другой вид деятельности. Вообще с маленькими детьми, да, очень классно работает такая метода, когда мы берем и переключаем его на другие вещи. Ну вот, например, ребенок не хочет заходить домой после прогулки, орет, кричит, истерит, его нужно завлечь чем-то другим, переключить его внимание, сместить фокус активности его нервной системы на другие предметы. Да? Это очень хорошо работает. Например, включить ему мультик, рассказать ему про то, что сейчас мы вот пойдем и, будем лепить из пластилина. Ты любишь лепить из пластилина? Но здесь очень важно говорить на языке ценностей ребенка. Это действительно важно. Мгм. Что делать с агрессором в группе? Во время истерик начинает швырять предметы в детей и орать матом. С ребенком нельзя делать ничего, надо работать с его родителями. С ребенком мало, самое важное, самое лучшее, что вы можете делать, это тренировать в нем эмпатию, то есть рассказывать про то, что вот ты кинул игрушку, а Маша напугалась. А видишь, как Маша плачет, видишь, как Маше больно. Но вот опять же, здесь, я не уверен, что вы сможете, как-то вот кардинально прямо изменить, поведение ребенка. Здесь надо работать в первую очередь с родителями, потому что, ребенок в садике – это он, безусловно, если вы являетесь для него авторитетом, это круто, это классно, это здорово, но кардинально изменить вы не сможете. Надо работать с родителями. Но опять же, не обвинять их, а наводить их на мысль о том, что ребенок вот поступает так и так и так, поработайте с ним, пожалуйста. Это важно.
Мне кажется, ему доставляет удовольствие, когда больно другим, как психологически, так и физически. Вполне возможно, он чувствует себя лучше, он чувствует себя полноценно, тогда вдвойне надо работать с родителями. А родители говорят: "Не может быть, он у меня золотой". Тогда максимально минимизируйте напряжение в группе и делайте акцент не на ребенка, а на других детей. Не на конкретного агрессора, а с другими детками работать. Вот. Ну и опять же, я не могу здесь так вот прям конкретно говорить, потому что я ситуации не знаю. Я ребенка не видел, мне надо его видеть, пообщаться с ним, посмотреть. Пообщаться, поговорить, немножко, в углубиться. Нельзя воспитывать щенков посредством крика и пинков. Ты после этого пинка попробуй подзови щенка. Где раздают щенкам пинки, там воспитатели пеньки. Это слова для родителей. Да, классно, 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 здорово. Мальчиков и девочек воспитывать одинаково, первоначально одинаково, потом нет, потом по-разному. Примерно до 5 лет они воспитываются одинаково, ну, даже, наверное, до 3,5. А вот уже после 5 лет, совершенно точно должен быть разный акцент. Но это, опять же, это всё очень многое зависит от норм, правил и требований в самой семье. Как в семье выстроены отношения и кто там главный. Это вот очень важно. Так нельзя говорить вот категорично, что вот это вот так надо воспитывать, это вот так. Нет, все индивидуально, дорогие друзья. Мгм. Если ребенок, докладывает маме о каждом своем шаге, это плохо или хорошо? Ну, смотря в каких ситуациях и смотря сколько лет ребенку. Если, ребенок А, очень часто бывает такое, что ребенок чувствует себя каким-то вот зависимым и виноватым. И очень часто бывает, что ребенок пытается оправдаться за какие-то свои действия. Но я опять же, я не могу сказать, я не вижу ситуации конкретной. Это знаете как, вот, например, нельзя комментировать фразы, вырванные из контекста, из статьи, да. Надо смотреть на всю статью целиком, на весь текст. Здесь то же самое, здесь мне нужно ситуацию понимать. Я так не могу сказать. Может быть, ребенку неуютно, может быть, он ищет в маме защиту, может быть, он пытается ей что-то объяснить и доказать. Сейчас так вот так не могу сказать. С родителями сейчас сложнее договориться и обсудить проблему, чем с детьми. К ребенку всегда подход найти можно, а вот родителям нынче пошли. Да, родители всегда были тяжелые. Там 10 лет назад трава не была зеленее, просто проблемы были другие, сейчас другие проблемы, поэтому родители, они немножко изменились, это факт. Ну да, с родителями гораздо сложнее, чем с детьми. Ребенок в любом случае это пластилинчик, а родители, они такие закостеневшие, конечно, да. Не хотите, чтобы дети были ангелочками, не будьте сами девалочками. Классно. Вот. Но если будете девалочками, то дети, скорее всего, тоже будут девалочками. Вот. Хорошая фраза, кстати. Ребенка бесполезно воспитывать, он просто будет таким же, как вы. Все. Поэтому воспитывать нужно себя. Со взрослыми гораздо сложнее. Это да, это факт. Хорошо. Так, мы с вами плавно перешли к ответу на вопрос. Значит, смотрите, еще раз. Мы сегодня с вами разобрали. Первое. Почему ребенок кричит и злится? Мы с вами пришли к выводу, что это нормально, что это абсолютно естественный процесс, что ребенок, когда не вступает в конфликт с родителями, это наоборот повод даже задуматься. Может, там какие-то проблемы у ребенка с восприятием себя и вообще в целом с процессом психического развития. То есть ребенок будет бунтовать, это нормально. Это, кстати, в политическом контексте очень здорово работает. Молодежь проще всего организовать на митинги, на демонстрации и на всякую разную политическую лабуду, потому что вообще молодежь, студенты, подростки, они не сильно разбираются, но они очень экспрессивные, они очень эмоциональные, им надо с кем-то воевать и кому-то что-то доказывать. Поэтому вот когда мы смотрим на наших оппозиционеров, их фокус-группа — это всегда молодежь. Потому что молодежью очень просто управлять. Человеком в 40 лет управлять гораздо сложнее, потому что у него уже другой менталитет, другое мышление, другие ценности. А ребенок будет воевать, это нормально. То есть не воюющий ребенок — это странно. Вот.
Поэтому это нам нужно усвоить. Так, второй вопрос, который мы с вами разобрали. Почему мы, родители, злимся и кричим на ребенка? Тоже разобрали, почему. Опять же, если мы с вами кричим на ребенка и злимся на него, это не страшно. Это не повод ставить на себе клеймо и все, и могилу копать, и крест сооружать. Нет, отнюдь. Это ни о чем не говорит. Это просто говорит о том, что есть некий спектр задач, который у вас не решен. И вам просто нужно это все решать. И восстанавливать себя, восстанавливать самооценку. Любовь к себе, да, как явление. Так, третье, мы с вами поговорили о том, что делать с собой в ситуации, когда конфликт разгорается, как себя успокоить. И поговорили о том, что сказать ребенку в ситуации конфликта, как его успокоить. Вот это коротко. То есть, еще раз, успокаивать ребенка агрессивно нельзя. Ребенка успокаивать нужно мягко. Самый лучший вариант – это все-таки донести до него, что вы его слышите, что вам не безразлично то, что с ним происходит, что вам очень важно. Даже то, что он кричит, даже то, что его что-то не устраивает. Надо понять предмет его боли и работать с предметом боли. Да, вот это важно. И медленно, потихонечку, потихонечку вот это с ним объяснять. Опять же, никто не говорит про то, что детей надо растить как бобыль трава. Детей в любом случае надо растить в правилах и в строгости. Это никто не говорит. Просто без жестокости. Без жестокости. И здесь работа идет в долгую, в медленную. Нельзя приучить ребенка там чистить зубы за один день. Это медленный процесс, каждодневный. Да, нельзя там девочку приучить к чистоте быстро за один день. Это нереально. Невозможно мальчика научить стирать себе носки и трусы за один день. Это невозможно. Это действует постепенно и по чуть-чуть. Вот. Хорошо. Где вы были раньше, когда свои дети были маленькими? Ну, не знаю, где я был. Я ж тоже учусь сам постоянно этому всему. Я отнюдь сам не идеальный родитель, я делаю кучу ошибок, кучу косяков, просто, ну, благодаря тому, что я знаю, что я умею, я могу эти ошибки впоследствии исправлять. И вы сможете, и у вас получится 100%. Если я срываюсь, значит, я живая и настоящая. Мне кажется, что в любом случае желательно оставаться собой. Натянутая улыбка действовать тоже не будет. Верно, верно, совершенно верно. Но здесь самое главное, чтобы не шел вопрос такого попустительства полного. Ну вот я ору, ну вот потому что я такая. Ну, нет, меняться-то тоже нужно, эволюционировать надо. Вот. Нельзя себя ругать слишком сильно, но и нельзя все пускать на самотек. То есть работа над собой, она идет постоянно и всегда. Здесь предела нет. Хорошо, хорошо, дорогие друзья. Какие есть еще вопросы? В принципе, мы подошли с вами к финалу. Все, что я хотел на сегодня сказать, я, в принципе, сказал. Какие есть вопросы? Думаю, что значит, нужно полностью отречься от себя и посвятить свою жизнь ребенку. Да где вы это услышали? Нет, конечно, наоборот. Заниматься надо собой. Ну, не только собой. Собой в первую очередь надо заниматься. С собой нужно заниматься вообще очень важно. Еще раз, ребенок познает мир через вас. Ребенок узнает модели поведения, модели общения через вас. И поэтому маме нужно заниматься собой. Просто на ребенка нельзя его отпускать, забывать. Нет, ни в коем случае. Ребенок – это ваша семья. И зона ответственности, вот ваша семья, это полностью. Но просто вот какая штука. Вы в этой семье, по крайней мере, для самой себя, вы главный элемент. И вам нужно заниматься собой. А через вас уже ребенок будет меняться. Мгм. Так, еще были вопросы. Если ребенок постоянно говорит, ой, сейчас, я, если ребенок постоянно говорит, сейчас секундочку,
Если ребенок постоянно говорит, что никому ничего не должен. Совершенно верно. На самом деле, он молодец. Он правильно говорит. Здесь вопрос как бы такой: постарайтесь, тренировать в нем в таких ситуациях такое прогностическое мышление. Ну, хорошо, ты ничего никому не должен. Ты так считаешь, понимаю. Ну, хорошо. А давай подумаем, а чё с тобой будет, если ты будешь забивать на учебу? Нет, ты учительнице не должен, ты себе должен. Но давай честно, если ты не будешь выполнять уроки и будешь забивать на уроки, что будет дальше? Какое будет отношение к учителю? А как учитель будет реагировать на тебя? А как будет учитель, какие ставить тебе оценки и так далее? Или вот, например, там ребенок говорит: "Я не обязан, там, я не должен там быть опрятным на улице и общаться уважительно с людьми. Пусть они со мной общаются, я им ничего не должен", да. Ну, замечательно, хорошо. А давай подумаем, а как к тебе будут относиться потом впоследствии эти люди, если ты, ну, будешь вот так себя с ними вести, так хамски и попустительски? Как это к тебе вернется потом? То есть тренируйте в ребенке вот такое вот стратегическое мышление на будущее. Он ничего никому не должен, пишет Мария. Почему многие взрослые задвигают мнение ребенка на дальний план? У него тоже есть желание, чувство своего мнения. Совершенно верно. Верно. Ребенку надо уметь видеть, понимать, знать и признавать свои чувства, свои желания. Но мы все с вами растем в социуме. А, Ребенок не растет один. Мы реализуемся в социуме. Мы а, самосовершенствуемся в социуме, мы профессионально растем, личностно развиваемся в социуме. Поэтому про социум забывать ни в коем случае нельзя. Человек, ну, без социальной стаи просто умрет. Это нереально, это невозможно жить одному. Один может жить только тогда, когда он уже действительно вот все узнал, все видел, все понял и достиг такого уровня, что, ну, он просто уже не нуждается в этом. Поэтому ребенка нужно приучать к тому, что он в любом случае всегда будет неотъемлемой частью гражданского общества, социального общества, некой психологической ноосферы и набора паттернов коллективного бессознательного. Он не должен всем нравиться отнюдь, но он должен всегда отвечать себе на вопрос: а что будет, если я сделаю вот это? А как они будут со мной общаться, если я буду вести себя вот так-то? Тренируйте в нем вот это стратегическое мышление. Хорошо. Так, давайте я запишу контакты. Конечно, так, Мария пишет: "Конечно, не должно доходить до абсурда, но совсем не учитывать, мнение ребенка тоже нельзя". А никто не говорит: надо учитывать мнение ребенка. Это важно. Задача находить компромиссы, золотую серединку, понимаете? Вот в чем мастерство-то проявляется. Ребенок 12 лет. а, Просто игнорирует сказанное. Ну, значит, вы для него не авторитет, значит, нужно авторитет поднимать. Если он игнорирует, значит, не считает нужным. Значит, работайте через кого-то, кто для него в данный момент является авторитетом. Да, спасибо за отзывы. Спасибо. Мне с вами тоже очень нравится. Давайте я напишу, наверное, свои контакты, продублирую. Так, зовут меня Соболев Илья Евгеньевич. Сейчас напишу свои контакты. Звонить мне, дорогие друзья, не надо. Пишите мне смски. Пишите мне в Viber, WhatsApp, в Telegram. Буду рад. Так, напишу. Так, это мой телефон. И сейчас напишу еще свою почту электронную. Спасибо вам, спасибо за отзывы, спасибо. Мне приятно, то, что информация нашла слушателя. Спасибо. Сейчас я допишу. Так, вот это получается мои контакты. "ВКонтакте" тоже можно меня найти, Соболев Илья Евгеньевич, город Сыктывкар. Ну, просто там просто Соболев Илья, да.
Так, в "Инстаграме", сейчас напишу в "Инстаграме". Ну, "Инстаграм" я лениво веду, я очень его сейчас в последнее время, редко, поэтому связаться через "Инстаграм" со мной можно, но я там не часто появляюсь. Вот, это мой "Инстаграм". Спасибо большое, спасибо за участие. С вами приятно, с вами легко. Очень хорошие вопросы, вот такие. Видно, что тема вам интересная, и видно, что, я нашел сегодня благодарного слушателя. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.